В эфире «Актуальное интервью». Меня зовут Туяра Филиппова. Здравствуйте. 27 июля 2019 года войдет в историю как начало регулярного пассажирского движения до станции Нижний Бестях. Напомню, что железную дорогу Беркакит-Томот-Якутск начали строить в далеком 1985 году. С тех пор прошло более 3 десятков лет. И вот, наконец, это свершилось. Мы едем в поезде до станции Нижний Бестях. Что это событие значит для строителей этой дороги, для тех, кто принимал решение, для всех нас, якутян? Какие перспективы открываются для республики? Об этом мы сегодня поговорим с государственным советником Республики Саха-Якутия, вторым президентом Якутии Вячеславом Штыровым. Здравствуйте, Вячеслав Анатольевич. Добрый день. Поздравляем вас поистине историческим событием. Но, если честно говоря, у меня создается ощущение, что едем мы вовсе не по территории Якутии. А вы какие эмоции испытываете, интересно узнать? У меня-то как раз такие эмоции, что мы по родной земле едем, потому что это и природа вся наша, и обстановка, и люди. Вот из окошка видно было очень-очень много людей, там собирают грибы, приветствуют первый поезд, просто удивительно. Вячеслав Анатольевич, вы сегодня счастливы? Конечно, конечно. Ну, за всю историю строительства этой дороги были очень большие паузы, и особенно в начале 2000-х годов. Как тогда вам удалось убедить федеральные власти и, главное, найти финансовые средства для того, чтобы достроить эту дорогу? Ну, дорога строилась с большими трудностями, потому что во времена советской власти, в 80-е годы, были проблемы некоторые с финансированием. А уж когда начался переход к рынку, 90-е годы, центральное федеральное правительство вообще забыло про эту дорогу. Ну, с горем пополам, значит, республика совместно с транспортными строителями поддерживала жизнь в надежде на будущее. Во второй половине 90-х годов наступил такой тяжелый кризис. Вы помните, все это время неплатежи, отсутствие зарплаты, там люди годами не получали. Все это непосредственно сказалось на строительстве дороги, и фактически оно замерло. Поэтому в начале 2000-х годов стала задача реанимировать ее, потому что, ну, понятно, что без дороги невозможно нормальное существование республики, не только с точки зрения вот чисто таких экономических критериев, там больше грузов завезем, удешевление какое-то будет, цены снизятся. А вообще с точки зрения экономической безопасности, потому что у нас у всех на памяти были маловодные годы на реке Лени, которые имеют определенный цикл 11-летний. Вот особенно тяжелый был маловодье в середине 80-х годов, 85-й год. Как раз это послужило одной из причин ускорения принятия решения советским правительством о начале строительства дороги, потому что тогда в верховьях Лена было воды настолько мало, что не сумели завести топливо в Западную Якутию, в Ленск. И стоял вопрос о том, что надо остановить алмазную промышленность на целый год до следующей навигации. Но рассудили так, что это невозможно сделать, потому что потом трудно будет запустить, значит, все заново. Поэтому было принято специальное решение ЦК КПСС, Совета министров СССР. И военная, целая авиационная дивизия всю зиму, вот начиная с октября и кончая практически маем, топливо завозили самолетами, разгружались, значит, в Мирном и Удачном. И только так сумели просто продержаться без особых таких, будем говорить, успехов в алмазодобыче. И вот этот опыт, он очень сильно подстегнул, будем говорить, и принятие решения. Они были приняты по широкому кругу вопросов, и в области энергетики, и в области транспорта, и в том числе вот по железной дороге. А спустя, допустим, те же самые 10-11 лет, вот середина уже 90-х годов, у нас опять случилась засуха, теперь она коснулась прежде всего центральных районов. Вот поэтому, конечно же, в начале 2000-х годов мы перед собой поставили задачу в обязательном порядке восстановить, реанимировать строительство железной дороги. На федеральном уровне эта задача и такая постановка вопроса, она сначала не находила понимания совершенно. Значит, я помню разговоры в Министерстве экономики и Министерстве транспорта, говорили: ну вы что, такая тяжелая ситуация в стране, какие там дороги, понимаешь, там новые. Дай Бог поддержать все это старое.
Тогда мы вынуждены были за свой счет реанимировать строительство, и в 2002 году правительство республики приняло решение, были выделены деньги на расконсервацию стройки и начала. Причем мы такое решение приняли, когда еще не было уверенности, чем это все закончится. Но тем не менее, вот настолько считали это важной проблемой. Одной из самых важнейших задач, которую надо было решить в течение 2000-х годов. Вот, если опять-таки вернуться к истории, вот была история с подачей в суд на федеральное правительство, что вот практически немыслимо в нынешнее время. Вот вспомните вот эту страницу истории. Ну да, сложилась такая ситуация, когда в начале 2000-х годов был поставлен вопрос о том, что многие решения, которые были приняты в отношении собственности в 90-е годы, были приняты неправильно и незаконно. На основании каких-то индивидуальных решений президента Ельцина или договоренности правительства России с субъектами федерации. И правительство Российской Федерации, тогда, когда президентом стал Владимир Владимирович Путин, оно провело полную ревизию всех ранее действующих соглашений в отношении собственности и поставило вопрос о том, что все нарушения закона должны быть ликвидированы. И поэтому те предприятия, которые с точки зрения федерального правительства незаконно перешли в собственность субъектов Федерации, надо вернуть Российской Федерации, а Российская Федерация проведет вторую волну приватизации. Это касалось всех субъектов Федерации, по всем началась такая работа. Все как-то так к этому отнеслись безропотно, за исключением 2-3 субъектов. Вот, например, Башкортостан возражал, это история с Башнефтью, вы знаете, слышали, она такая громкая, и криминальная и так далее. И республика, мы категорически не согласились с решением правительства Российской Федерации, настаивая на том, что да, конечно, действовало там законодательство, но у нас были специальные решения правительства, мотивы были, по которым мы получили некоторые куски собственности, которые не вытекали здесь еще законодательства. Наиболее крупные объекты были такие. Был спор по Алросе, вот этот знаменитый, раз. Был спор по Якутуглю, 2. Спор по Арктическому морскому пароходству, 3. И спор по системам связи. Имеется в виду магистральная связь и так далее. Мы не согласились и сказали, что мы добровольно ничего не отдадим, а как вы сможете забрать, это неизвестно. И очень длительное время тяжба шла. Она ни к чему не приводила. Поскольку мы остались единственным субъектом федерации, который находился в состоянии такого несогласия, очень жесткого, то дело вышло на уровень президента Российской Федерации, и при нем состоялось несколько совещаний. Мы упорствовали до конца. И в конечном итоге сказали о том, что все, тогда будем вопрос решать в судебном порядке. И мы подадим иск на правительство Российской Федерации, а правительство Российской Федерации, в свою очередь, подготовило и подало иск на нас. Все попали в крайне такую неудобную ситуацию. И, конечно же, президент России, он поставил вопрос так, что надо найти компромиссы, которые бы устраивали всех, и не к лицу нам судиться и так далее, надо просто поступить с точки зрения справедливости и здравого смысла. И он сказал так, да, по закону, скажем, Якутуголь и другие объекты должны действительно перейти на федеральную собственность, но ведь Якутия ими управляла, и управляла достаточно эффективно. И он даже Грефу говорит, вы же сами говорите, что правительство Якутии вот сейчас очень хорошо этим управляет. Тогда, говорит, надо поступить таким образом. Пусть это остается федерально, но мы им передадим. А когда в момент передачи, дело в том, что Якутуголь оказался в планах приватизации, которые изменить было тогда невозможно и так далее. И поэтому получалось так, они нам вроде как оставляют этот Якутуголь, и сразу же он должен быть приватизирован. Но мы поставили вопрос, скоро так мы деньги от приватизации должны получить себе,
в бюджет республики и направить их на согласованные с вами нужды с федеральным правительством. Ну вот на том мы договорились. Конечно, я вот сейчас задним числом говорю, что если бы правительство России представляло себе, за сколько может быть продан Якут-Уголь, они бы, конечно, никогда бы не уступили, потому что они думали, что максимум 150 миллионов долларов, а получилось 2,5 миллиарда. Но они вот теперь как бы пришли на счет республики, была создана специальная компания, вот РИК, этот республиканская инвестиционная компания, значит, куда поступили средства, и она их начала тратить в соответствии с перечнем значит, направлений, которое было нам согласовано правительством России. Прям был перечень объектов, перечень программ, и они прям утвердили нам, и мы строго их начали финансировать. И в том числе там было финансирование железной дороги. В принципе, дела развивались нормально, значит, но на определенном этапе у нас появились некоторые проблемы, даже не финансового, а организационного характера. Дело в том, что у нас был очень мощный подрядчик, корпорация «Трансстрой», это бывшие бамовцы. Значит, они очень хорошо работали, значит, но в один прекрасный момент там сменился и руководитель, началась приватизация, корпорация была продана, структура Дерипаски, вот этого ее купили. И с этого момента у нас начались проблемы, значит, ну это уже за 2010 годом. И несмотря на то, что в 2011 году уложили золотое звено, значит, вот сам процесс достройки вот продолжался, видите, как уже сейчас 2019 год. Ну, слава богу, хоть добили вопрос. В 2008 году в Сочи была большая такая транспортный форум, транспортная выставка. Ну, она была первая такая масштабная у нас в России. И там на этой выставке мы представили проект моста, совмещенный автомобильно-железнодорожный через реку Лену. Договорившись заранее, значит, точно такой же проект представило Министерство путей сообщения и Российской железной дороги. Вот представили правительство, Владимир Владимирович Путин посещает эту выставку. Значит, и он был на нашей экспозиции. Там очень много было всяких разных экспозиций, презентаций, проектов. Но именно к нам, значит, мы попросили, он пришел, значит, так посмотрел, мы рассказали про мост. Ну, Министерство путей сообщения он не мог миновать, потому что это ключевой, будем говорить, структура в транспортном комплексе России. Он к ним зашел, там увидел мост. Потом, проходя мимо экспозиции РЖД, не заходя туда, он издалека увидел там фотографию. Он говорит, да что такое, вся страна этим мостом занимается. И дал поручение решить вопрос о включении во все программы этого моста и о начале строительства. Подписание этого распоряжения оттягивалось. Тут втянули республику вынужденно всякие разные там люди и ученые в бесплодную дискуссию о том, тоннель или мост. Значит, время шло. Некоторые в правительстве России обрадовались такому повороту, потому что не надо деньги тратить, пусть они там спорят. И вот этот вопрос, к сожалению, повис, и до сегодняшнего дня не решен. И сейчас, когда о нем говорится, как будто бы это совсем новая тема, там мост и так далее, надо подумать, да вот надо рассмотреть. Значит, на самом деле этот вопрос был давным-давно решен, и я думаю, надо дальше продолжать настаивать. Это будет такое достойное продолжение строительства железной дороги. Какие перспективы теперь открываются с началом регулярного пассажирского движения до Нижнего Бестяха для якутян? Вот смотрите, сейчас 2019 год. Но на самом деле, значит, перевозки грузов по железной дороге начались до Якутска, до Нижнего Бестяга, где-то примерно в 2012 году. Ну вот в 2011 золотое звено уложили. А на следующий год уже в рабочем таком режиме, ну, во-первых, транспортные строители себе начали грузы по дороге подвозить. Потом постепенно дорога была как бы по специальным актам рабочей комиссии введена в такую временную эксплуатацию. И по ней пошли народно-хозяйственные грузы. Вы видите, на Бестяхе целые базы уже такие созданы, большие по переработке грузов. Они идут, и поток все время наращивается. Это привело уже к оперативности и удобству, значит, для потребителей наших грузов. Но люди пока это не очень ощущают, потому что это где-то далеко, там, привезли там яблоки, значит, или еще что-то. Но мы их видим в магазине, а через Бестях они пришли по железной дороге или с неба упали, особо не задумываемся, так? То есть она на самом деле уже давно приносит эффект
республики, и, соответственно, всем якутянам, но это пока не ощущаем. А вот 29 числа, значит, уже уйдет поезд по расписанию. Можно будет уехать и в Благовещенск, и в Хабаровск, и на запад страны, значит, вплоть до Москвы. Значит, и это уже скажется на жизни конкретного человека, потому что можно прийти, купить билет и поехать куда хочет. Да, конечно, без моста будут у нас определенные проблемы в осенний и весенний период. Надо перебраться через Лену и так далее. Сейчас вот специалисты работают над этим, как это все организовать, какие-то там решения будут приняты. А в другой период времени, значит, хоть сегодня, значит, можно будет воспользоваться вот этим видом транспорта. Он на самом деле, значит, удобный, потому что заходят в такие точки, в которые трудно добраться самолетом. Ну, представь себе какой-нибудь там небольшой город, скажем, там в Сибири, это как туда добраться? Значит, надо лететь на самолете, а самолеты от Благовещенска не летают, в Читу не летают, в Улан-Удэ не летают или редко летают. Значит, надо ждать, потом как-то еще каким-то транспортом добираться. А тут можно вот на поезде прямо в нужную точку доехать. Это удобство. Значит, железнодорожный транспорт дешевле. И будет дешевле. И со временем разница будет все время нарастать. Авиационная будет все быстрее расти цены, чем железнодорожная. Это связано со структурой самой цены, там, с себестоимостью, с очень большой составляющей топлива в авиационных перевозках, которых здесь значительно меньше. Я вообще, значит, говорил когда-то своим коллегам, вот в Алдане мы создаем очень хороший лыжный такой центр. Ну, он рассчитан, конечно, на подготовку спортсменов. И там республиканская детская спортивная школа, и сборная России, и сборная республики, и дальневосточники наши туда приезжают тренироваться. Ну, потому что хороший климат и хороший рельеф. И поэтому там, в общем-то, хорошие такие условия для зимнего вида спорта. Вот придет время, значит, когда мы прямо из Якутска организуем электричку туда, в Алдан, и, пожалуйста, можно поехать на субботу-воскресенье, кататься на лыжах там, и даже до такого мы должны дойти. Я уж не говорю про насущные такие нужды. Поэтому она скажется на жизни людей, и скоро очень на себе многие почувствуют. Ну, предположим, что мост будет построен. А как дальше будет вести строительство железной дороги? Будет ли идти на Магадан? Сама жизнь заставит это делать. Значит, и по двум причинам. Есть причина все-таки геополитическая. Представьте себе, у нас практически очень мало крупных портов на морях Дальнего Востока. Ну, Владивосток, Советская гавань, там небольшие Сахалинские порты и Петропавловском части. Мы нуждаемся в портовых мощностях, значит, тем более для северо-востока страны. Вот Магадан, значит, да, он там зимой замерзает, но это же для ледокольной проводки это ничего не значит. Значит, это может стать такой мощной входной базой для, значит, всего северо-востока, а с другой стороны он должен получить выход на железнодорожную сеть. Поэтому на Магадан железнодорогу надо приводить. Ну вот интенсивно ведутся работы по дороге Колыма, это автомобильная дорога. Теперь стоит вопрос о соединении энергосистем Магадана и Якутии, линии передач. Ну и вопрос о железной дороге. Магаданцы уже начали его ставить. Может, вы знаете, губернатор Магаданской области, вновь избранный, обратился к президенту с необходимостью строительства железной дороги. Пока что этот вопрос не решен, но он уже поставлен с их стороны. И мы, значит, этот вопрос собираемся ставить и ставили уже. Значит, поэтому капля камень точно. Значит, я думаю, что дело времени, и решение будет принято. Спасибо вам большое, Вячеслав Анатольевич, за интересную беседу. А мы надеемся, что Нижний Бестях не станет конечной точкой этой дороги, и мы поедем дальше. Это было актуальное интервью. Всего вам доброго.